дурака. Загнали, как стадо овец, и не говорят ничего. Никто же ничего толком-то не объяснил. Слушайте, а почему нас смотрят в кинотеатре «Космос»? Никто не знает, а? Они нас здесь будут на орбиту запускать, без капанов. Японцы обращались в кинотеатр «Победа», но там только что закончилась реконструкция под мебельный салон. А в картинной галерее выставка «Пиво народов мира». А во Дворце Просвещения им сказали, не будем способствовать торговле рабами. В данном случае, точнее было бы сказать, рабыни. Да это мы, что ли, рабыни? Да мы свободнее их всех. С тех пор, как объявили о конкурсе, Курсов сошел с ума. Вы видели там около кинотеатра? Я прошла как сквозь строй, мне стало стыдно. А чего вам стыдно-то стало? Вы меня перебили. Да нет, чего вам стыдно-то стало? Ну, стало вам стыдно, встаньте там рядом с бабками и стойте. Откуда такая агрессия? Так а я тоже прошла сквозь этот строй, да, и мне что-то стыдно не стало. Наоборот. Я поняла, что со стыдом у вас нет проблем, поняла. Ну ладно, тогда и не лезьте, когда не с вами говорю. Пожалуйста, переключите ваше внимание на что-нибудь другое. Пожалуйста. Ой, детки, я слышала. Они говорят, с земли едят, как собак. Угу. Вот приучат наших девок ползать на кармашках, собирать рейс по денежку. Вот так. Японцы удивительно тактичны и внимательны к женщине. Япония – это страна, в которой царит культ женщины. Там можно встать рано-рано, накинуть на озябшие плечи легкое кимоно и первой на всей земле встретить восход солнца. Интересная и необычная культура страны восходящего солнца. Там все, от мала до велика, увлечены искусством икебаны. Там не просто любят искусство икебаны, там царит культ икебаны. О чем это она? Кто о чем, кого о тени. Слушайте, а почему они такой конкурс не проводят в Москве, а? Москвички все давно уже в Париже. Льют себе на голову Шанель из ведра. Ой, все уж, значит, дочистили столицу. Настало время реформы. Ну а что ж, дошла до нас волна цивилизации. Докатилась. Волна? Да на наш город обрушилась цунами. Слушайте, от него узнала. Что на наш город обрушилось? Цунами. На берега Японии обрушиваются волны Тихого океана, цунами. Они причиняют вред сельскому хозяйству этой удивительной страны, площадь которой значительно меньше площади нашей области. Меньше. Да, значительно. Слушайте, а никто не знает, что японцы конкретно ищут, да? Ну, каких они девушек собирают? Вы хотите знать, какой нужен тип женщины? Женщина. Ну, она экстерьер имеет
Здесь сказал, что имидж называется Кармен. Ну, не знаю, стоило ли тебе деньги тратить на такое? Кармен. Слушай, а как муж-то зовут, а мужа? Муж-то, ага, Василий. Вася, скажешь, сапог моего размера в Москве не оказалось, так что решила подъехать в страну восходящего Экибану. Нет, сейчас в Москве есть все. Да там нас нет. А это неправильно, да, Лизавета? Да. Подожди, командир, ну... Что вы от меня хотите? Я вам все уже сказал. Да я не запомнила! Если Господь Бог о вас не побеспокоился, претензии к Нему. Сейчас я к тебе обращаюсь, а не к Не нему. ко мне, к Богу. Все. Ну я тебя прошу, как человек. Ну, господи, осторожно ты! Ты куда лезешь? Ты чего? А что там на двери кинотеатра написано, приглашаются девушки? А я кто, юноша, что ли? Командир, ну помоги мне с ними поговорить. О чем? О чем? Вы на себя посмотрите. Я посмотрю, я обязательно посмотрю. Я видела это в тебе зеркало. Да ведь туда же не подойти, такая толпа. А девки-то какие новые. Все локтями толкаются, не пробиться. А вокруг этих японцев понаставили вот таких вот мордоворотов. Туда вообще не подойти, ничего не спросить. Думаю, хоть бы наша милиция бы подъехала. Приехали бы, думаю, ах, соколы бы нас защищали, как на Халкинголе от оккупантов. А что? Ну что, ну приехали они, а им, видать, уже заплатили. Они вокруг кинотеатра бабок гоняют, вот так. Девки, вы-то уже выступили, нет? А? Слушай, иди отсюда. Скройся с глаз. Что ты так со мной разговариваешь-то? Ты что, оглохла, что ли? Ну, и что они взамен предлагают? Я так же, как и вы, ничего не знаю. Командир, подожди, ты же работаешь с этими японцами. Скажи, для чего они девушек-то наших отбирают, а? В городе никто ничего не знает, поэтому говорят, вроде клич брошен, а лом и ищем таланты. Вот. Я вас прошу, угомоните эту женщину. Я? Сейчас. Вот в этой газете написано. Столетняя японская фирма приглашает на работу в ночные элитные шоу. Приглашаются талантливые женщины, предпочтителен талент и вокал. Да, ну вот я, например, сюда с аккордеоном пришла. Говорят, будто они формируют музыкальный киоск, выездной. Вот. Здесь набирают девушек для работы в Сингапуре.
японцы очень благодарны вам за то, что вы откликнулись на их предложение. Спасибо. И они просили меня от их имени попрощаться с вами. Кому это? Всем. Вам тоже. А в следующий раз вам повезет больше. Кто не прошел конкурс, можете потом... Подождите, Фильм можете посмотреть бесплатно. кто не прошел-то? Вы. Подождите, Иванычек, что-то я не поняла. Японцы мне сказали, тот, кого они не будут смотреть. В общем, вы можете идти, забирайте паспорта, одевайтесь. Они сказали, замужние женщины могут идти домой. Подождите, вы объясните, вы что, не допущены к конкурсу? Вы что, отсеяны, да? Можно сказать так. Они не хотят вас беспокоить, не хотят подвергать лишнему стрессу. Но ваши шансы, они равны нулю. Они посмотрели ваши паспорта, и тут ясно сказано, Нет, что... ну, нас забраковали, даже ни разу на нас не взглянули. Какие мужья? При чем здесь мужья? Я сегодня Тише, пожалуйста. Не подходят женщины в возрасте, замужние, с внешними пороками, ну, например, на костылях. Я дословно перевожу. Мне японцы это дважды сказали. Конкурс только для молодых девушек. Извините, молодой человек, мне еще может быть нет 30, и может быть не скоро будет, а может быть совсем не будет. Да, я не поняла, про кино. Это для кого кино? Для нас? Кино? Да ничего, издеваются что ли над нами. Мы что, прокаженные, какие причесались в кино? Смотрели. А ничего. Кино торчим тут 3 часа, на холоде. Подождите! Скажите, молодой человек, вам что, не подошла моя анкета? Повторяю. Им нужны только красивые, Красивые! молодые девушки. Мне кажется, я еще не настолько стара. Ну, значит, у вас есть муж или дети, или... У меня нет детей. Женщина, а вам действительно, какого лет? Что такое? Что за вопрос? Я вообще... Нет, ну действительно. Вот мне просто интересно, сколько вам лет? Вы знаете, не так много, как хотелось бы моим друзьям. Мне 25. А вот... Да, вы. Вот молодые девочки, как вы должны принести паспорта? Они сказали, без этого нельзя. Ну, может, они несовершеннолетние. Ну, Да не то уже, больше! Подожди, молодой человек. Подождите, при чем? Ну при чем? Если бы у меня был нормальный муж, ну чего я тут делала? Прекратите, ну что ты мне прекратите кричать, прекратите! Да вы сами кричите. Да, можно продолжать диалог в таком тоне. Скажите, молодой человек, мы что, действительно отсеяны? Это правда? На нас что, никто не будет смотреть? не будет. Предлагают кино бесплатно взамен. Это какая самурайская пытка? Мы до вашего Курска, мы были в Орле, были в Туле, везде все было прекрасно. А в Курске одни кретины приходят. Вот, привезли фольклорный ансамбль из деревни. Вы так сами написали, предпочтителен вокал. Да. Я никуда отсюда не уйду, пока японцы на меня не посмотрят. Если они не посмотрят на меня на общих основаниях, как всех, я буду сидеть голая и мерзнуть до смерти. Хорошо. Вы можете оставаться здесь, как вам нравится, а
вернее, раздетые. Может быть, вы перепутали времена года. А мы что-то умрем. А ты за нас по тюрьмам будешь стекаться. Будет понятно? Я вас прошу, идите домой, не мешайте остальным. Почему? Почему мы побили помешали? Кто-то кого нет пришли? Передай. Мы требуем сюда японца. Мы заплатили так же, как все. А что это вы подожди? Полистать, что ли, его, а? А вы последний, вы средний дали, ведь да. Мы никуда отсюда не уйдем. Мы требуем сюда японца. Давай-ка, полистай! Японца! 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 Уйдите отсюда! У меня выхода нет. У меня назад дороги нет. Так. Значит, кино предлагают смотреть. Чего вы им такого сделали? Слушай, вот ты бы шла туда. Вот, а то из-за таких, как ты понимаешь, у других проходной бал до нуля, понимаешь, и понижается. Как вы можете? Вот вас они не возьмут, знаете за что? За вашу вульгарность. Ой, да не надо, женщина, я ж не обиделась. Ой, вас хорошая аура беспокоит. Чего от меня исходит? Ваша боль. Я чувствую. Я греюсь вашей энергетической аурой. Пожалуйста, грейтесь, мне не жалко. Так, девки, не знаю, какая там аура от меня, а у меня зато есть бутылочка отмирной. Надо поддержать ослабевший в борьбе женский организм. Давай сюда, у меня и стаканы есть, давайте. Я имею кличку Варька Разлив. Меня все на станции «Вторая товарная» знают. Ну, цена 100 грамм по желанию. Чуть дороже, чем в магазине, но зато сервис. Разлив. Прошу, идите, чистые. Давай, согреться надо. Ты чего? Для чего вы сюда пришла? Поняла. На, возьми, налей всем. Девочки, выпейте, а то мы, правда, совсем здесь вымерзнем от холода. Бери. Так у меня с таких денег-то сдачи не будет. Да и вы бы родились бы. Да бери. Девочки, выпейте, а то, правда, мы тут как мамонты вымерзнем. Давайте быстрее. Оденьтесь. Нет, девочки, не одевайтесь, иначе японцев сюда не затащишь. Налей мне. А где волшебное слово? Ты наливай быстрее только, ну. А ты не ну-ка и не запрягала. Ну, давайте. Я, пожалуй, тоже выпью глоточек. Снять стресс. Давайте сразу по второй. Давайте. И по второй сразу, да? Это
ничего. Он говорит здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Арик, Дочь Машка.
называйте ему ваши фамилии, я запишу. Да говорите же фамилию, что как дуры-то? Он же записывает. Говорите. Ольга Пухова. Ваша фамилия. Бог. Понимаете, Бог — это фамилия мужа. У меня муж во всем маму свою слушает. Ну, свекровь ему и говорит. Она замуж выходит за Бог, а не за Бокова. Ну вот пришлось назваться Богом. Аоки-сан не понял, про чью вы маму. Вы бы не могли еще раз пересказать эту кровавую сагу? Не надо, не надо. Почему не надо? Понимаете, Бог. Это фамилия по паспорту у меня Бог, понимаете? Ну, его отец у меня муж. Важно, учебный трудовой профилактуре учился. Понимаете? Поэтому-то у меня вся жизнь-то и вышла боком, понимаете? Я не знаю, как переводить, в японском языке нет выражения «вышло боком». И не надо. И не надо. Что им про нашу жизнь знать? Да, Тамара идет. Ну? Вот так, Тамара. Плюньте на них. Плюнь раза 3. Ты дежавинца. Пихатая. Что тебе перед ними ляжками-то? Это вон им надо, молодым пацанкам. Лиза, Катя, что стоите-то? Не надо. Преподаватель эстетики в училище Шейников. Меня сократили, мне сказали, время Ломоносова спрошу. Знаете, кто такой Ломоносов? Быть может, собственных Платонов и быстрых раздумов Ньютона. Ты чё, Аоки? Это ты не знаешь, кто такой Ломоносов? Да наш Ломоносов пешком прошел от Северного Ледовитого океана для того только, чтобы книжку прочитать. А мы, русские люди, всем ему обязаны Ломоносову-то. Ой, не знаешь. А ваша фамилия? Моя? Зачем моя ему фамилия? Не надо. Фамилию. Зачем? Не надо. Аоки-сан просит. Волкова Варя. В прошлом геолог. Понимаешь? Аоки, ничего, что я забыла. Тецудзин. Ага, понимаешь, Тицудзи? Тецудзин Аоки. Аоки, я сюда, честное слово, пришла из-за своих девчонок. Дочки мои здесь две, Катя и Лиза. Вот как увидите, как они танцуют, вы их сразу возьмете. Мимо них не пройдете. Девки, да. Я Волкова Катерина. Я Волкова Лиза. Ой, у меня, слышь, Конец, у меня-то вместо тоже дерьмантин. А ты тоже иногда. Ой, слышь, командир, ты у него спроси. Девок надо набирают для того, чтобы они там в сингапурских клубах выступали, да? Подождите, Я дайте правильно переведу. поняла? 싱가포르のカンクルであ働きと Это что-то вроде художественной самодеятельности, ага. Аоки-сан говорит, что там девушки, прошедшие конкурс, найдут интересную работу в индустрии развлечений. 私は美人です。 Да, он хотел бы помочь русским девушкам. Спасибо. Спасибо. А Волкова. Волкова. А, Аоки-сан готов посмотреть всех. ой, хорошо, хорошо. Волкова. Волкова. Пожалуйста. Ты
мимо вас не пройдут. Понимаете, тут нужен мужчина, который может взглядом дорожить жизнью. Да, это тоже переводить. Мужчина, да, нет, не слышно. Мужчина, понимаете? Что ни слово, то вау, да? А я согласна с Нинель. Куда же мы без мужчин, правда? Такой хорошенький этот япончик наш, да? Маленький, живенький. А вот Кипкан, я жду, когда вы на меня внимание обратите. Он обратил на вас внимание. Он видит, что вы очень красивая женщина. Да вы сейчас для него все красивые. Ты бы нас всех в Сингапур-то пропустил, да? Мой муж был моим партнером по номеру, понимаете? Но Пухов, он теперь со мной не живет, понимаете? Он теперь самый крутой в этом городе. Мы с ним уже фактически не муж и жена. От него осталась только отметка в паспорте. Да еще у меня от него дочь 3,5 лет, замечательная девочка такая. Ну зачем вы это ему все рассказываете? Это никому не интересно. Ну как, ну Пухов же не живет со мной, понимаете? Он сказал, если я подам на него на алименты, с него ж такие... Сейчас, минутку внимания. Представьте, что вы цирк. Перед вами абсолютно пустой цилиндр. Абсолютно. Пустой, девочка, проверим. Пустой. Где ты? Раз, два, три. И там, конечно, не кролик. Если был под руками Пухов, мой муж, ну вы же, да, то я могла бы на ваших глазах перепилить его пополам. Понимаешь, Альберт, перепилить, я могу пилить мужчин пополам. Понимаешь? Он не понимает, зачем? А у нас традиция на Руси такая, жена мужа всегда пьет. Я могу у вас в Японии пилить мужчин. А у Кисан он не понимает. Он говорит, что женщина в первую очередь это источник наслаждений. А я эту бурду перевожу. Нет, подожди, Альберт, девочки, он что, не понял? Понимаешь, японец, я бывшая артистка цирка. Ой, переведи ему, что я бывшая артистка цирка. Ты понимаешь, ты мне веришь? Ты мне веришь? Он вам верит. Нет, он мне не верит. Он вам верит. Ложись. Это не страшно, ты не бойся. Ты не бойся, ты только лежи. Нет, Да. нет, Я нет. поняла, лежать. Альберт, ну куда ты? Ну, это не больно, Альберт. Я тебе гораздо больше целиком нравлюсь. Скажи, как, ну что ты, я себя найти могла в трубку, да? Давай, бери. Большое спасибо. Хватит фокусов. Кто-нибудь еще желает что-нибудь Желающих. показать? Мы тут тоже приготовили номер для показа. Ну, правда, нет шестов. Пожалуйста, он сначала пересесть туда. Девочки, вы ходите сюда. Сюда, пожалуйста. А вот здесь, пойдите. Лиз, готова? Том, ты нам что-нибудь
Ксении. Командир, ты ему, пожалуйста, передай, что они у меня без отца-то росли. Да, да. А Оки-сан, он попробует поговорить с коллегами и договориться, чтобы вы все приняли участие в конкурсе. Да, но придется все равно подождать, пока не посмотрят тех, у кого все нормально с паспортами, с мужьями. Да мы же не торопимся, ты ему передай, мы не торопимся. Мы очень благодарны за встречу, мы за Скажите, у него удивительные глаза. Не совсем понятно, как вы их разглядели сквозь щели, но я скажу. Он грозит вам пальцем. Такой славный глаз. А Оки-сан покидает вас. А он не со мной остается с надеждой на встречу. Спасибо тебе, что ты моим девкам-то помог. Я тебе постираю бесплатно. Я руками стираю, хорошо? Женщина змея на подиуму. Женщина змея не допущена. Она не умеет пить смирно. Они вас возьмут! Да, мне тоже показалось, ему не скучно было. Возьмут! Девочки, вы рано радуетесь. По-моему, одна из просто хотят отвязаться. Девушка, понимаешь ли, начала что-то там про машину скурить. Ой, ну если вам так не нравятся мужчины, можете смело менять ориентацию. Сейчас это все доступно. Ой, не, ну лучше бы молчали. А то мне по поводу вас так по зубам застревает. А я согласна с Нинель. Куда мы без мужчин? Вот я деревенская, то понимаю, есть крючочек, а есть петелька. Стой, Петенька. А ты не командуй, модель. Я только и делаю целый день, что наливаю, а вы даже мать поцеловать не хотите. Нет, мать это... Чё это? Не лезь, а Чё это? Вас воды любит учат, да? Больше ничему, да? Тебе какое дело? Ой, ну как ты со мной разговариваешь? Я же мать. Ой, не надо так, девочки, не надо. Все пусть она к нам не лезет и все. Ну ладно, ну давай. Все, Нинель, ладно, им еще мать понадобится. Давай, шевелите. А вот еще одна бутылка пива. Подожди. Возьми деньги. Ты чего, Оля, я тебе что, спекулянтка, что ли? Ты мне и так уже за пол-алька Ой, проплатила. да бери. Ой, Девки, если бы у меня зала в душе разболелась. Куда вы собрались? За границей, так все не натурально. Да, запад холоден и опустошен. Где храбрые гуны? Куда делись могучие римляне? От сила умер в объятиях женщин. А от чего умирают наши мужчины? От комплекса неполноценности. Да. Пошла курить про эти баллы. Давайте стаканы-то. Все чаще приходит мысль о жарком, горячем, татарском мужчине. Ой, иди! Ну для вас жаркий-то знаете, где видать? В крематории! Тамарка, да ты вперед ее помрешь. Ой, сейчас умру, только ее не видно. Давайте стаканы-то, давайте стаканы. Давай. О! А мне лишь Гуччина 100 лет.
Ну зачем? Ну зачем показывать ресторан? Деньги же не пахнут. Девки, давайте выпьем за него. За кого? За нашего россиянина! Альберт, ну-ка напрягись и внимательно посмотри на меня. Ты что-нибудь видишь? Я вижу бутылку у вас в руках. Да нет, ты подожди, тылку. Ты на меня внимательно смотри. У меня за спиной что-нибудь светится. Светится. Коллеги по кошмару. Ему надо налить. Альберт, выпей со мной. Садись, выпей со мной. Альберт, стой. Выпей же. Волкова, ну успокойтесь. Ну, что ты меня Варей-то не зовешь? Варя, успокойтесь. Откуда ты такой умный? Так здорово по-японски говоришь. Я по-русски. А ты молодец. Это, что они там в Японии-то пьют, расскажи мне. А, саке. Ну, говори. Замерите, сучки! Берите бомбу, готовы последнюю рубаху снять, а на своего орете, да? Обалдеть. Алки-сан просил передать, что если вы хотите, то все можете принять участие в конкурсе. Алки-сан сказал, что ему очень понравилась песня про геолога. Да ладно! Нет, нет, серьезно, Аоки-сан, он сказал, что в Сингапуре есть всякая работа. Ну, а я при чем? Вы, например, можете в ресторане работать, посуду мыть вам, конечно, много платить не будут, но если у вас здесь ничего нет, то... Ой, ты что, шутишь, что ли? Нет, я не шучу. Ну, говори, Миша. Да подождите, я не пойму, радоваться мне или ничего. Не знаю. Я только перевожу, я не знаю. Да, вот неплохое впечатление от змеи. Мне в первый раз в жизни повезло! Ой! Нина Александровна, я должен вам кое-что передать. Подождите, а мне вы ничего не хотите сказать? Но против вас нет никаких возражений. Вы можете участвовать в конкурсе. Да, я думаю, вас возьмут. Тише. У вас у всех вот какая ситуация. Вам, как я понял, еще нужно всем предоставить, как бы это сказать, доказательства, что вы тут никому не нужны. Доказательства? Да я-то кому нужна? Никому не нужна, вы Тише, Волкова, тише, там мужья появились. Один очень буйный, возражает против этого вашего занятия. Поэтому японцы, они не могут вас взять без письменного разрешения ваших мужей. Кто? Не может быть темный волос? Я не знаю, в головном уборе было трудно понять про волосы. Ну, Оля, твой? Нет, мой круглый год без шапки ходит, мозги отмораживает. Ну, этого не может быть. Борис не мог сюда прийти. Борис? Что? Борис Александрович. Да. Он спрашивал, как вы там? Я говорю, жива. Может, я что-то не то сказал? Да нет, она жива. Тут вообще никто умирать не собирается. Я сказал ему, вы можете понадобиться не на это. Да я сегодня вечером уходила из дома, я ему сказал: прощай, вдовец. О, нашла, что сказать.
решил вас всех расстрелять. Без суда и следствия. Он что, пьяный? В кинотеатр его сначала связали милиционеры, его их досталось. Он им объяснил потом про жену, они тоже мужчины, его отпустили, так вот он вас поев, увидел, как там готовят очередное эротическое болеро. Он там сейчас мечется и вас ищет. Томка, ты главное не бойся. Ты запомни, что победителей не судят. Кого ты победила? Решение требует. Ну, разрешит, никуда он не денется. Это, наверное, свекровь ему там наговорила, что это школа. Я сюда, как Диона пришла, понимаете? Слушай-ка, девка, иди-ка одевайся, а то опять я виновата. Ну, ясно. Скажите, точно наши мужья прошить? Так сказал Цудзина Оки. Так это будет уже конкурс мужей, конечно. Да вы же не понимаете. Такой размер кулака. Да он же от этого ты крути на руки. Ничего живого не Так, подождите, как насчет нас? Ну поймите же, ну им нужно, чтобы вас там никто не искал, чтобы их не дергали. Пусть вам напишут расписку родители, мать или отец. Да где он, мой отец? Волкова. Вы их мать? Да, мать. Волкова, вы отпускаете их? Волкова, вы их мать? Ой, да какая она нам мать, а? Не надо так девочек. Слушайте, вы не видите, а? Чего сюда пришла? Кто тебя вообще сюда звал? У тебя с ним хватит помогать мне. У Кати сумером 40 не было, а Лискин... Вы знаете, чему там придется заниматься? Ну чем, в клубах будут выступать? Да, в мужских клубах. Мы знаем каких. В каких клубах? Мы знаем. Я же по подвалам гибла. Мой брат приезжал, хотел забрать с собой вышний волочок. Да вы ж не волочок, пусть едет дурачок. А они к тетке в Ростов сбежали. Нам она сказала, что деньги тебе за нас послала. Ты их взяла? Она же мне клялась, что вы работать будете в гостинице, в номерах убираться, потом педагогически поступите. Я же
Шестерка на сцену. Начинается. У вас там дочь? Жена? Жена. Жить? Оставить? Василий, вы не правы. Как мальчишка тут между ног болтался. Альберт, не видели его? Этот юноша мне не знаком. Да. А я спрашиваю, где он? Где он? Он обещал, что найдет вам вашу жену. Но прошло не так много времени, зачинили свет. Вы знаете, я до сегодняшнего дня никогда не пил ларька. За ларьком. Вы считаете, география этого события важна? Мы топтались за ларьком. Эх, надо было купить гранату. Там один подполковник за бутылку молдавского предлагал мне гранату. Василий, хватит жестокости и насилия над человеческой природой. Хватит. Мужчина, ее пальцем никогда не трогал. Да вы лучше подумайте, почему они там? Почему их там так много? Вы о них не думайте, мужчина. У них есть свои отцы, братья, пусть они тут. Но вот все эти девушки являются потенциальными носителями нашего генофонда. Вам пиво не надо было пить после водки. Пиво надо пить до, а после ничего путного, кроме коты, не бывает. Вы открываете для меня законы этого мира. Да какие-то законы! Эту русскую водку делают джигиты и гонят сюда по трубам. О боже, везде одно. Ой, везде, мой друг, везде. Василий, зачем нам было рождаться? Отменять крепостное право миллион раз рождаться и умирать. Ради чего? А я говорю, когда моя меня попросила телевизор поменять, я 1,5 года корячился у Шурина в гараже. Нет, ну, милый, большой телевизор, смотри, если тебе нравится, что они там по ночам показывают. Но я выпью, сплю, она сидит, смотрит. Василий, они верят, что их там что-то ждет. Им лучше, чем нам. Вот я уже ни во что не верю и ничего не жду. Я наивно верил, что пройдет совсем немного времени. Ну, 5-10 лет. И вся эта проказанная тыль земли когда-нибудь превратится в цветущий сад. Я приветствовал свободу. Я плакал от счастья, от радости, понимаете? Ну, я говорю, мать, ты свою уже отпахала. Нас было 4 братьев, и никто никогда в тюрьме не был. Кто скажет, кто мы? Ой, терпи, браток, мы у них за все спросим. Она подошла сегодня утром с белыми губами и плача сказала: Карнаухов,
Мне нечего больше продать, кроме своего тела. Нет, мы должны все это понять. Понимаю, мужчина, вам обидно. Когда она ушла, я взял ее фотографию. И знаете, что я на ней увидел? Вы не можете себе представить. Нет, ну почему? Вы себе представите. Ну вот вы смотрите на фотографию своей жены. И кого вы на ней видите? Но раньше на ней кроме себя никого не видел. А теперь я на ней кого только не вижу. Нет, вы меня не поняли. Да понял я вас. Никогда ее не проверял. Она работала, я работал. Придем с женой после работы домой, мать что-нибудь там приготовит по-быстренькому, покушать. Говорит, пусть невестка отдохнет. Она каждый день подроже, подроже! За свое! Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, мальчики. Здравствуй, Боренька. Откуда вы меня знаете? Как ты тут, Васенька? Ты кто? Чего тебе? Игоря Камикадзе. А на сегодняшний день я избрала мистическое имя Изабель. Кто это? Мираж? Зачем ты так со мной? Я с вами не знаком. В миру меня называют Волкова Варя. Мы там долго гадали, кому к вам выйти в образе Камикадзе. Выбор пал на меня, я оказалась самая пропащая. Остальные-то все меня моложе, им еще расти, становиться на ноги. Начало интересное, но требует продолжения. Но, Ой, а ты не ну-ка пахать-то не сеять. но. Вот один мне все время так вот говорил, ну, я тебя на другой бок переверну, а начал переворачивать, так пришлось заколачивать. Скажите ко мне, мальчики, не приходил ли сюда муж по фамилии Пухов? Приходил Ну, и где он? в фойе, смотрит на остальных претендентов. О, настоящий мужик, настоящий. А вы что тут сидите, тоже вышли туда смотреть? Ну тебе что надо? А ничего. Я пришла вам рассказать, как и бедным там тяжело без вас. Оля пришла с пилой, Тамарочка с аккордеоном, а Нинель-то, боже мой, как водолаз по самую шею замоталась. Я орёт, мне нужен партнер, мне нужен партнер, Оля. Я им говорю, я вам сейчас за бутылку столько партнеров приведу. Не соглашаются, сильно они пораскучали. Тебе что надо-то, выпить что ли? Ой, а у тебя есть? Нет. А я-то вот вам принесла. Ой, я-то вам принесла, держи. Ой, держи. На, да что ты нас поешь? Ой, ну кому ж нам, русским женщинам-то еще поить, как не своих-то, не этих же, которые все червей да лягушек-то едят, правда? Действительно, Изабель, со своими стаканами ходит. Ломка-то у тебя золотая. Ее этот Тицутин-то как увидел, так с ног свалил. Кто валился? Ну это, Аоки, Тицутин, Аоки. А Тамарочка такая гордая, как вышла, на всю улицу застегнутая, и так, знаешь, гордо говорит, имейте в виду, гады, я сюда пришла только с аккордеоном. Кто с аккордеоном? Мальчики, я же забыла, девочки, вам закусочку прислали, рыбную. Это самое, они так переживают, говорят, сытые или голодные. А Тамара больше всех говорит, нашел ли у меня, Вася, что в холодильнике, то ли это, то ли то. Ой. Да пустой холодильник, что там искать-то? Вася, Тамарка у тебя чисто самородок. Японцы-то вокруг нее бегают, элитное шоу, а Тамарочка-то им опять-то, знаешь, гордо. Имейте в виду, гады, я без своего мужа, без своего любимого мужа ничего вам обещать не могу. И
будет принудительное шоу под пыткой? Нет, ты мне объясни, эти японцы сами за это будут платить или как? Это не ко мне, это не ко мне. Ну, зачем они этот паноптикум берут? Я никак в ум не возьму. не ко мне, ну. Нет, ты мне объясни. Японцы хотят помочь. Кому помочь? Мне, им, вам. Кому помочь? Мне? Может, им самим помощь нужна? Ты в Японии сейчас с питанием как? Иди спроси, иди. Спрошу. А может, этим японцам денег дать? Спроси, я дам. Если у вас такое острое желание, дайте денег мне. Это Пуха. Пуха. Орел. Орел. Как звать? Виктор Иванович. О, это по-нашему. А по-французски Виктор. Мне, когда твоя Ольга хотела харакири сделать, я сразу все поняла. Я все, Витек, поняла и тебя не осуждаю. Это что за придлуд? Знаешь, я что твоей Ольге-то сказала? Я говорю, вот ты всю жизнь своего мужика по частям пилила, по кусочкам, а другая-то не будь дура, эти кусочки-то подбирала. Да целиком забрала. А теперь руки-то ломает. Лучше бы я ему ноги мыла да воду пила. Так, профессор, ты передай этим японцам, я им готов заплатить, если они мою отсюда заберут. Я не профессор, я студент. Зачем я и понадобился? Я никак в ум не возьму. Понимаете, японцам нужно ваше письменное разрешение. Потому что тут есть мужья, которые недовольны и даже устраивают дебош. Альберт, передайте Нинель, что я не удерживаю от этого шага. Борис Александрович, ну заберите вы супругу. Других жен тоже забирайте. Мы за них не можем начать нормально. Подожди, Альберт, я пойду Нинель обрадую. Борис согласен. Я не согласен. Я не могу согласиться с тем, что здесь происходит. Но если ее личная свобода зависит только от моей подписи, я подпишу все, что угодно. Я уже написал заявление на 3 языках. По-английски, по-французски и вот внизу русский перевод. Я, Карнаухов Борис Александрович, глубоко возражаю против превращения России в сырьевой придаток планеты Земля. Я протестую вдвойне, когда таким сырьем становятся мои женщины. Мешать моей жене, Андреевой Карнауховой, и вечно Снеговая. Сделать ее собственный свободный выбор считаю невозможным. Вот, возьмите, вы передайте ей, а я ухожу прочь отсюда. Ой, Анюха, Пустите меня. Прошу, пожалуйста, пустите меня. Пожалуйста. на грани, только слезы и крики и слезы. Я думаю, зачем вы позвали? Я думал, меня хотят видеть. Хотят, очень хотят. А я не знаю, что он сказал этот Альберт. Мне этот молодой человек сказал, что меня хочет видеть моя жена. Я сижу здесь, жду ее. Оказывается, нужна только моя подпись. Ну, а я спал дома. Меня отец разбудил, говорит, куда твоя собралась? Соседские бабки видит. Ну что прибежал, что сполошился-то? До свидания, Василий. Пустите меня, пожалуйста. Пожалуйста, Держите, Альберт, держите его, я пойду приведу Нинель. не надо, я не хочу ее видеть, не надо. Ой, Борис, да она же здесь из-за тебя. Что? Она же этому японцу как ноги свалилась и говорит, помогите моему мужу, он у меня гений. Что? Боже мой.
меня больше двух. Я знаю все казни на этой земле, но никогда человека еще так не казнили. Боренька, она тебя любит. Тише вы, тише, там конкурс идет. Конкурс? Что они там выбирают? Что они там смотрят? Они ничего не смотрят, только танец с факелом. Скажи, Альберт, ничего не смотрят. Надо, придержи. Их надо в общественной вместе связать и пусть они их дергают. Пусти так меня, пусти! Она тебя любит! Ну-ка ты, чумичка! Путни! И ты, дядя! Сядь! Ты давай на него не ори, пока я тебя из души не вытряхну. Это ты мне, валенок Тамбовский? Послушайте меня. Мне японцы сказали, пусть они забирают жен, пусть они наконец уходят отсюда с семьями. Ну, скажи же, Альберт, что они себя хорошо вели. Так, Волкова, где женщины? А женщины-то, они без дела не сидели. Я им еще бутылочку дала. Ой, они скрежещут зубами, в бой рвутся. Ох! То почему я должен бегать по кинотеатру, мирить жен и мужей? Меня наняли как переводчика. Правда, мальчики, в самом-то деле. Хорошие эти японцы, хорошие. Это бабки нарочно на них наговорили вам. Разврата. Ей-богу, никакого разврата. Я сама им песню пела, никто меня не щупал, не раздевал. И вообще, они знаете что? Они формируют музыкальный киоск. Русское, это собирают. Что они собирают? Я тоже не знала, что это такое. Мне потом сказали, что это экибанская букет. Правильно, Боря? Мы на краю пропасти, мы летим в бездну. Боренька, пусть нам Вася даст слово, а то я ведь не приведу девочек, да? Вы хотите мораторий, да? Вы этого хотите? Что это мораторий? Я не знаю, что это мораторий. Вы Это или дорого. или это мне кажется, а? Я не знаю, кого шатается, тебя или меня. Я правда не знаю, что это мораторий. Да дурдом, я говорю. Да. Ну-ка ты, придурь, утихни. Витек, ну я правда не знаю, что это за мораторий. Я вообще мало слов знаю. Мы в школе проходили крематорий, профилакторий, вот и все. А что это мораторий, я не знаю. Мораторий — это когда никто никому не бьет по роже. И я вам обещаю, в моем присутствии на женщину никто не поднимет руки. Будем бить ногами! А ну-ка тихо, мужики, давайте сначала решим, давайте, мужики, кому идти за бутылкой. Придурь. Иди сюда. О, что я вам говорила? Единственный настоящий мужик. Правильно, что с бабой разговаривать? Ее надо бутылкой отправить. Ну, принеси напучек. Ой, а никуда ходить не надо. Милая всегда со мной. Бери. Да не надо, я тебе говорю. Бери. Взять. Мне неловко. Мне твоя Ольга и так проплатила уже вперед за целый год. Ну, ты знаешь, ты можешь ко мне приходить на станцию 2-я товарная. Я тебе всегда налью, всегда. Может, и приду. Еще неизвестно, как здесь все повернется. Такому мужику всегда налью бесплатно. Серьезный комплимент. Мишка, на дворе капитализм крепчает. Все как с катушек слетели, торговать ринулись. И я туда же торгую в разнос. Молодец, с прибылью торгуешь. Как? Не жалуюсь, в общем-то. Знаешь, мне надо было в клубе девок своих выкупить. Ларек осилишь? Витек, обижаешь. Я знаю лучшие годы. Ну, позвони. Я, может быть, что-нибудь придумаю.
самый Карнаухов. Вот самое. Личность в городе известная. Мальчики, а вот вам вторая бутылка с минной. О! Давайте, мужики. Карнаухов, ты делаешь вид, что ты меня не знаешь. Да, Нина, я тебя не узнал. Забыл, как я выгляжу? Нина, что с тобой? Ты раздета. Что тебя смущает? Нина, что с тобой? Со мной ничего. А кто этот человек рядом с тобой? Мой друг Василий. Здравствуйте, Василий. Очень рада с вами познакомиться. А я не рад. Василий. Я молчу, никому не лезу, я только отвечаю. Еще бы ты полез. Всем встать. Оль, ты чё? Да! Да ты чё, Оля, пусть выпьют мальчики-то. Садитесь. Я сказала всем встать. Господин Пухов, встаньте, встаньте. Ты что, в суде? Встаньте. Сюда пришли женщины. Дурдом. Мужики, давайте берите стакан. Сидеть. Давайте не будем подавляться перед отсутствием женщины. Можно я буду стоять? Сидите. Прошу вас, не делать. Я просто сказал, сидите, мужики. Оля, Оля, это ваш муж? Попросите его быть повежливее. Ну, можно я чуть-чуть постою? А? Ну, чуть-чуть постой. Нет, мальчики, садитесь, садитесь. Девочки, тоже садитесь. Нам что сказали? Нам сказали ждать, что скажет дисциплина. Вот, я вот и дисциплин. Сидите все тихо. Ладно, мужики, пусть они там кого-то ждут. Сидите, а мы давай. Вылезем. Вернись, Оль. Вася, ты слышишь меня? Не слышь. А видишь? Не вижу. Слышишь, не виду, что вот товарищка слепой кумир. Что? Пухов, нам надо поговорить. Что ты меня отрываешь по всякой ерунде? Вы слышали, да? Мои дела для него ерунда. Я ничего другого от тебя, Пухов, не ожидала. Пухов, нам надо поговорить, я прошу тебя. Ну что? Что ты меня срываешь по ерунде? Что ты мне каждый день обещаешь? То ты будешь в петле качаться, то в Сингапуре. У меня каждая минута денег стоит. Ну ничего, не обеднеет твоя любовница, не купишь ей очередной бриллиант. Короче, что тебе там надо подписать? Будьте любезны. Дурдом. Пухов, ты меня видишь в последний раз. Я уже практически в Сингапуре. Испугала. Мы тут в Курске без вас как-нибудь перекантуемся, да, мужики? Или даже на берег турецкий, и Африка нам не нужна. Идем в Сингапур в Азии. Ну и хрен с ним. Ну тогда прощай, Пухов, прощай. Прощай, прощай, прощай и помни обо мне. Карнаухов, мне сказали, что ты тоже с легкостью решил со мной расстаться. Нина, мне трудно с тобой разговаривать. Не могла бы
смущает, я участвую в конкурсе. Нина, я все-таки тебя прошу. Оденься. А она не оденется. Тихо, девчонки. Она не оденется. Тихо. Именно. Позвольте мне самой решить. Ну, понимаешь, у нас нет другого выхода. Есть. У меня, во всяком случае. Что ты имеешь в виду? Несмотря ни на что, господа, позвольте, все-таки я буду стоять. Но думать я буду о Рафаэле, о Данте, о Моцарте. Я буду думать о Пушкине. Я буду думать о тех женщинах, которых они воспели. А мы, значит, не такие женщины. Вы женщины? Я в прошлом году был в Майами на крокодиловой ферме. Тот же эффект. Только из тех хоть сумки делают. Ты хочешь сказать этим, что я для тебя не женщина? А кто для тебя женщина? Это твоя бывшая буфетчица, которая научила тебя торговать селедкой. А ты не ешь ее, селедку. Нет. Она с утра до ночи на себе тюки таскала. А ты до сих пор лежишь на диване и ноешь, артистка. Я лишилась работы. Мне от тебя нужна была только моральная поддержка. Больше ничего, только моральная Я тебе поддержка. предложил вместе работать. Что ты на это ответила? Я родилась не для этого. А ты для чего родилась? Ты вот для этого? Да, я родилась для этого. Ну в чем моя ненависть? Тобой я ничего больше не умею. В чем моя... Она мой партнер, и я ее уважаю. Нет, нет, мой милый. Мы женщины. Мы женщины с большой буквы. Вот. Да какие вы женщины! Крысы! Позор! Как меня здесь назвали? Василий, вы должны извиниться. Амбал! Тишок! Молчите, спасибо, девочки. Я не нуждаюсь в вашей защите. Мне есть от кого ждать поддержки. Извини, Карнал, ты сейчас о ком думаешь? О Дульсинее Покосской или о Беатриче? Да, Нина, представь себе, я думаю о Беатриче постоянно. Вот как. Ты думаешь, мне не стыдно? Не надо так на меня смотреть. Да мне стыдно. Где ты все стыдно? Да, мне стыдно. Но я принципиально не оденусь. Василий, Ты! Я спрашиваю, тоже? Не оденутся? Тамара не оденется. Тамара, оденься. Остальные, я спрашиваю, тоже? Не оденутся? Она не оденется. Зачем вы устраиваешь Карину? Не скажешь, что напряжены. Во что мне одеться, Вася? Я тебе, можно сказать, новое платье 10 лет не покупала. Меня мать твоя попрекнула, когда я прошлым летом босоножки себе купила. Искусственники. И пошла их сдала. Вместо этого тапочки войлочные купила. Когда я плакала с этими тапочками на кухне, что ты мне сказал? Для тебя кто важнее, я или это твоя Йокибана? Да, Юкибана, это не ты думаешь. Что важнее? Да ты сказал, что мать после оккупации с отцом инвалидом и то не плакала. А ты знаешь, почему я плакала? Ты мне сказал, что для похорон дешевле можно купить, а в этих и жить можно. Я все деньги, что у меня были, потратил на эти тапочки. Значит, на босоножки мне уже можно не рассчитывать. Босоножек, значит, я уже недостойна.
Любит он тебя. А я уже ничего уже не знаю. Прости меня, любимая, что не всем везет. Теперь голубом, как прежде, не быть Дорогой, отпустите ее в Сингапур. Отпустите. Все, понимаешь ты, все у меня отняли. Понимаю, жену. Васенька, крепитесь. У меня тоже ничего нет. У меня отобрали жизнь. Ну что ж, значит, мы никому больше не нужны. Значит, мы должны через это пройти. Спокойно. Спокойно, мужики. Не надо умирать. Спокойно. Пусть они едут в этот Сингапур. Баба с воза кобыле легче. Я вас сегодня к себе повезу. Там у меня кабак в бывшем партийном санатории. Я вам такой досуг в солярии устрою. Каждому по 8 телок. Вот ты наконец запутал. Вот твой идеал. 8 телок. Мой идеал! Вы знаете, как я ее любил, мужики? Боготворил, унижался. Все от нее терпел. Ты же никогда меня человеком не считала. А я доказал тебе, что я что-то могу в этой жизни, и вот это тебя бесит. Ты привыкла, что успех был только у тебя. Меня там по частям распилят и увезут. А ты оставалась кланяться. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты сюда пришла? Ты хочешь, чтобы потом все по городу говорили, что жена Пухова ходила голая по сцене у заслуженного человека, у депутата. Когда ты не уедешь от моих... Какой Сингапур! Я был в этих клубах. Ты, пацанка, куда собралась? Ты знаешь, что такое всю ночь плясать голой за гроши? Знаю. Знаю, что ты знаешь. Знает она. Сучки! Плюньте на них, мужики, плюньте. Пусть они едут. Пусть они сами все попробуют. Раз им мы так мешаем. 8 телок. Борис, извини, я, наверное, тебя отвлекаю от диалога с Беатричей. Я думаю, что Данте вряд ли нашел свою Беатриче на конкурсе «Бядер». Борис, заплатил приглашение этот мужчина. А в чем дело, Нина? Ты сделала свой выбор. Позволь сделать и мне свой. Молодец, Борис. За этот поступок я вас спонсирую. 8 телок. Ты так и не понял, что мы живем в новую эпоху. Живите! Живите! Милые мои соотечественники, я потратил всю жизнь рассказать вам о казнях и пытках, потому что вся наша история состоит в основном из них. Впрочем, многие народы преуспели не хуже нас. К сожалению, история повторяется, никто больше об этом не хочет слушать! Борис, 8 молодых без высшего образования. Люди хотят жить, и не слушать, как их пытали. Живите, живите! Слушай, я сейчас такой киоск организую. Вы у меня на конкурсе черепно-мозговых повреждений.
Они потратили уже очень много денег. Аоки-сан и его брат Уна-сан, они оба работают в ресторане своего отца. Я понимаю. Вы думали, к вам приехал голливудский продюсер? Нет, в следующий раз. Русские девушки очень популярны там, в Азии. Они решили сделать русское шоу. Очень долго искали фирма «Шанс». Город Подольск Московской области. Вот подольских я еще не знаю. Вы немного потеряли. В Орле все было прекрасно. В Туле замечательно. Добрались до Курска, тут, по-моему, живут одни кретины. А это все из-за русского Софе. Одни кретины неправильно написали объявление. Вместо девушки написали женщины. Ни слова ни про возраст, ни про красоту. Поэтому Аокисит свои глубокие извинения женщинам, как он вас тонко назвал, Как? не соответствующих возрастным стандартам. Но он повторяет, что готов помочь и вам, и вашим мужчинам. Так, Для тех, кто готов трудиться в Сингапуре, всегда найдется работа. Но можно улицы подметать, там тяжести переносить. Он готов помочь. кому помочь? Вам. Мне? А ты спросил с питанием там как? Спросил? Аоки-сан не понимает вопроса, он его никогда не поймет. Не понимает, да? А денег ему дать? Аоки-сан очень удивлен, но деньги с благодарностью готов принять. Ты скажи ему, я завтра еду в Москву, беру билет в Токио, соберу там японок, привезу сюда, раздену, буду голыми на рынках нашим показывать бесплатно. Бесплатно. Мне это не переводи, не надо. Ничего, ничего. Они распахнут здесь свои кимоно. А ну давай! Иди его сюда! Ну иди сюда! Садись! Ёлки-палы! Сейчас я тебе ее на голову отдам! Тихо всем! Дурдом! Дураков! Тихо! Вася! Вася! Забирай ее! Васечка! Васечка, я хочу домой. Но не куплю я тебе босоножки, понимаешь? Молодец, Тамара! За этот поступок я тебя спонсирую. Одеваю с ног до головы. Вечером пришлю помощника обмерять. Пухов, да я тебя поцелую, да ты же князь, девки, вот князь! И ты иди домой. Пухов, я домой не пойду. Ну да, ты домой поедешь. Ты же сюда с шофером приехал. Как ты не понимаешь, Пухов, я допущена к конкурсу, я его пройду, понимаешь, с легкостью. Сначала я тебе докажу, что не завишу от твоих денег, а потом поговорим. Ну, реши за меня, что мне делать? Нет, Нина, ты решишь сама. Но я не могу быть женщиной и мужчиной, у меня не получается. Ну, реши за меня хоть раз в жизни, или я пойду и буду там первым. Аоки-сан! Господи, Аоки-сан Вы уже... ведь допущен. Да. Уже 2 часа вам объясняет, да. Вы допущены к конкурсу всем, но вы его никогда не пройдете. Почему? Вам всем очень... слишком много лет. Сколько лет моей жене, не его дело. Так и скажи ему, а ты сядь. Аоки-сан должен уже пойти и начать конкурс. Командир, Аоки-сан. он уже уходит. Аоки-сан уходит. Девки-то мои конкурс-то прошли, а
Аоки-сан говорит, что конкурс будет справедливым, победят самые красивые и талантливые. Ну. Альберт, ты передай, с паспортами я все улажу и деньги мы найдем. Аоки-сан предложил мне и выслушать ваши претензии. Я до конца своих дней, видимо, с вами останусь. Альберт, милый, ты ему скажи, мы вам так благодарны, я так вам благодарна. И вот, передай ему от меня, скажи, последнее, длинное саке, переведи, передай, от меня, с благодарностью. Аоки-сан глубоко тронут. Сэна. Чё? До свидания, говорит. Девки, что стоите-то? Куда догоняете же вы? Ничего, идите, ни пуха вам не пера. Нина, я вернулся домой. Хорошо, я обдумаю твое предложение. Но вы, кажется, мужской компании на сельскохозяйственную выставку. Ну да, этот мужчина говорил о каких-то телках или тёлках. Ты любишь животных. И готова пойти с тобой. Альберт, милый, я так не хочу, чтобы мои девчонки возвращались в Ростов. Можно я им скажу, что от Аллахи быстро весточка придет, а? Волкова, ну вот если бы я вас сразу выгнал, все было бы по-другому. А теперь мне ни копейки не заплатят. За меня? Да, подольские вообще сказали, вернешься, голову тебе открутим. Чью голову? Мою голову, понимаете? Если вас выгнать, я вас оставил. Командир, да ты не переживай, у меня сегодня годовая выручка. Годовая, я тебе дам. Оставьте себе, вам нужнее. Альберт, мы так рады, что ты к нам приехал, правда, девчонки? Ой, Нинель, ты такая молодец, что собралась в Сингапур. Посмотри, Борис пить начал, хоть на человека стал похож. Тамарочка, и ты молодец, что решила имидж поменять. Теперь будешь с босоножками. И мне Муха обещал помочь. Так, первая шестерка. На сцену. Мы начинаем, несмотря ни на что. Девочки, давайте. Первая шестерка, я говорю. Начали ведь выступать. А мы-то что сидим? Пойдемте посмотрим, как там молодежь. What you think about that? Now you know how I feel.